В связи с последними политическими событиями в стране, в частности, эмбарго на определенные группы товаров из стран Евросоюза и Северной Америки, ситуация на продовольственном рынке Якутии, как и в большинстве российских регионов, характеризуется повышением цен на отдельные виды продуктов. В соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне, в Якутии создан оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков. Цены на продукты начали повышаться в августе в связи с ограничениями их ввоза в Россию из стран Евросоюза и Северной Америки. В некоторых торговых точках выросли цены на подсолнечное масло, колбасу, рыбу и куриное мясо. Свинина подорожала на 1,48%, куры, кроме крючков, 1,26%, рыба мороженая 1,09%. В Якутске десятки специалистов отдела по торговле, ценообразованию и тарифам муниципалитета ежедневно отслеживают цены на повседневный продовольственный набор на предприятиях потребительского рынка. Андрей Иванов вот уже 4-й день следит за ценами в торговых точках Губинского округа столицы. У нас есть 40 наименований продуктов, такие как мука пшеничная, крупа рисовая, крупа гречневая, макаронные изделия, молоко, ну и, конечно же, овощи, фрукты. Состояние на 22 число повышение цен на продовольственные товары не зафиксировано. Сотрудники магазина весьма спокойно относятся к ежедневным ревизиям, но, по их мнению, цены еще будут расти, но не более чем на 10-15%. Сыры, колбасы сырокопченые. Сырокопченых, они идут как бы по батонам, да, 350 рублей батон. Если компания поднимет цену, соответственно, и торговые точки тоже поднимут цену. Это уже нужно разговаривать с торговыми компаниями, которые поставляют нам, от чего отталкиваемся мы. А между тем, с прилавков наших южных друзей уже исчезли европейские фрукты и овощи. Больше нету на продаже тоже. Но польские яблоки раньше были, да? Были. Наши оптовики также почувствовали скачки цен у производителей и даже составили некий топ-лист. Это окорочка. То есть за одну неделю с 15 по 22 число рост 65% составил. Второе место занимает это семга. Рост на 50%. Таким образом, в некоторых торговых точках Якутска за последнюю неделю масло подсолнечное подорожало от 7 до 26%. Колбасы вареные на 3-5%. Лидером роста стали сырокопченые колбасы с 550 до 1100 рублей. В понедельник, вторник у нас был рост по мясу кур. Сейчас ситуация стабилизировалась и роста цен не наблюдается. Цена минимальная на мясо кур составляет 159 рублей. Муниципалитет имеет право влиять только на торговую надбавку по наименованиям продуктов питания, которые прописаны в постановлении администрации столицы как социально значимые. Это яйцо, молоко, хлеб и так далее. Если же надбавка не превышает установленных размеров по причине дорогой закупки, то в этом случае сдержание или снижение цен невозможно. Тут уже условия диктует рынок. Ситуация такая, что мы все видим, знаем, что закупочная цена растет. За счет торговых надбавок мы не можем в целом отрегулировать цену за продукцию. Поэтому в случае возникновения вопросов, в случае возникновения каких-то обстоятельств и так далее, обращаться в наш адрес. Таким образом, если вы подозреваете магазин в необоснованном завышении цен, сообщите об этом на электронную почту Общественной палаты Якутска, город ekt@gmail.com с обязательным указанием ФИО, телефона для связи и наименования товара и магазина, или обратитесь в отдел ценообразования вашего муниципалитета. По каждому обращению в обязательном порядке будет проведена проверка. Виталий Абрамов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.